Тема содержания бездомных собак в Нерюнгринском пункте передержки животных продолжает оставаться одной из самых острых. Сегодня стоит вопрос о расширении пункта или создании приюта. Для этого была создана рабочая группа, которая на сегодняшний день провела уже 3 заседания с депутатами, руководством пункта передержки и зоозащитниками. Какие решения были приняты по итогам заседаний, мы узнаем у гостя нашей студии, председателя постоянной депутатской комиссии по социальным вопросам Александра Пьянникова. Добрый день, Александр. Пункт передержки животных у нас появился в городе относительно недавно, да, первый год работает. Какова работа его на сегодняшний день? На сегодняшний день пункт передержки не в полной мере справляется со своими основными задачами. Мы понимаем, что это все-таки связано из-за того, что финансирование было выделено только для того, чтобы содержать собак, вакцинировать, проводить операции. Но для помещения, для реализации такой вещи, как именно приют, не было выделено средств в достаточной мере, и вообще не было выделено средств для создания именно приюта. Вот сейчас можно, не знаю, что перебиваю, немножко разъяснить для зрителей, в чем отличается пункт передержки от приюта. Спасибо за вопрос. Фактически такого определения, как пункт передержки, его не было. Его пришлось выдумать и создать, потому что нужно где-то было содержать собак, в частности бездомных животных, именно собак, потому что их больше всего, для того, чтобы можно было как-то с ними работать. В этом году провайдером услуги стала ОМДЗ в нашем городе. Было выделено помещение, была выделена территория, на которой сейчас в данное время содержатся собаки, которые были отловлены для дальнейшей вакцинации, стерилизации и выпуску, естественно, на свободную среду обитания. Вот про финансирование. Да? Все мы знаем, что закон вышел, а вот как на сегодняшний день обстоят дела по финансированию этой программы? Финансирование с республики выделяется средства для того, чтобы производить эти работы. Денежных средств достаточно. По словам директора ОМДЗ Василюк Татьяны Александровны, средств на вакцинацию, на стерилизацию, на кастрацию, на питание ей достаточно. Но вот у нас на сегодняшний день есть такая информация, что должны проводиться операции по кастрации, да, стерилизации животных, но в том объеме, в котором они должны проходить, пока что не имеют возможности. У нас проходит по одной операции в неделю. Из-за этого, получается, вольеры не освобождаются, после операции должны выпускать, да, свободно. Все верно. Вот, и поэтому идет. Вот как вы считаете, может быть, стоит рассмотреть момент, чтобы на данной площадке работал свой ветеринарный врач, который бы мог уже больше операций делать, не одну в неделю? Конечно, да, это условие было бы идеальным, но на данный момент у нас проводится действительно одна операция в неделю. Данная ситуация обусловлена тем, что ветеринария в городе Нерюнгри проводит одну операцию. Фактически ее возможности только одна операция в неделю. Но кроме этого, нужно заметить, что в данном пункте передержки, к сожалению, нет территорий, нет помещений для реабилитации животных. Реабилитация может занимать несколько недель, как минимум 2 недели. Поэтому содержать животное после операции необходимо в определенных условиях. Данных условий, к сожалению, нет, поэтому и такая ситуация. Количество операций ограничено одной в неделю. Основная проблема на сегодня, которая остро стоит, это нужно расширяться. Или, в принципе, организовывать уже не пункт передержки, а уже приют. Да? Вот какая работа по этому поводу ведется? Были бы какие-то предложения там, у депутатской группы, скажем, или у волонтеров и зоозащитников? Спасибо за вопрос, он очень актуален. Действительно, для того, чтобы как-то работать, причем не просто работать, а эффективно работать в данном направлении, нам совместно с главами Нерюнгринского района, с главами поселений, с главой города Нерюнгри необходимо усилия аккумулировать. И фактически на последнем совещании, это совещание состоялось 23 октября 2020 года, были депутаты районного совета, нерюнгринские депутаты, также были специалисты районной администрации и городской администрации. Было принято решение учредить дополнительно совещание на уровне Нерюнгринского района. И на этом совещании, на которое должны будут быть приглашены и главы поселений, и депутаты, естественно, всем, для того, чтобы нам определить, что дальше делать.
То есть совместными усилиями нам необходимо создать все-таки приют, который будет все нерюнгринские поселения обслуживать. И плюс еще отвечать требованиям. Так? Естественно, для того, чтобы он функционировал, он должен отвечать всем требованиям Роспотребнадзора и других надзорных органов. В данном случае нам необходимо определиться, как мы будем это делать, кто будет отвечать, на какой территории это будет находиться. Будем ли мы строить новый пункт, то есть новый приют, новое сооружение, грубо говоря, или возьмем что-то, которое уже есть. То есть у нас существует сейчас предложение, коммерческое предложение от одного из предпринимателей города. Он предлагает нам свою базу. База функционирует. Она находится в промышленном районе города Нерюнгри. И фактически она частично не заморожена. Там есть боксы, там есть помещения, которых вполне достаточно. И вы уже группой осматривали? Мы да? уже осматривали с специалистами городской администрации, заместителем главы администрации города Нерюнгри, с другими депутатами мы ездили, осматривали. Фактически там есть все коммуникации, что удешевляет, естественно, проект. Но для того, чтобы определиться по ценам, нам необходимо создать группу, которая будет заниматься, в которой будут включены и надзорные органы, в которые будут включены специалисты, которые смогут сделать смету и определить, сколько нужно денег, сколько нужно средств для того, чтобы создать на базе данных боксов, данной территории именно приют для животных, который будет работать на весь Нерюнгринский район. Потому что мы знаем, что ситуация очень сложная и в поселке Чульман, и в поселке Серебряный Бор, и в поселке Биркакит. Я уже не говорю про другие поселения. Да, к нам тоже очень много поступает жалоб, в частности, последнее было с Биркакита, говорят, очень много. Ну, все мы понимаем, что летний сезон закончился, и очень много, к сожалению, нерадивых жителей, которые заводят собаки на дачный период, да, все, потом их бросают, те вынуждены собираться в стаи. Ну вот как вы бы отметили вот основные какие-то проблемные причины, да, чтобы вот быстро и качественно решить этот вопрос? Очень быстро этот вопрос, к сожалению, не решишь. Но самое главное, как вы правильно сказали, это все-таки желание людей содержать собаку, содержать животное и все-таки быть ответственным за него. Фактически действительно получается, что их бросают, животных бросают. И они вынуждены себе искать место пропитания и среду обитания уже именно в городе. Как мы понимаем, у нас большую часть это зима, это то время, когда есть где поесть только на помойках, не в лесу где-нибудь. Поэтому они сбиваются в стаи, они начинают быть агрессивными, потому что есть собаки, у которых есть определенный период, и часть собак за ними бегает. Когда они становятся агрессивными, они могут напасть на любого человека, в частности и детей. Мы видели, что случается, когда собаки нападают. Поэтому в данном случае нам нужно, конечно, вести пропаганду среди городского населения нашего и поселкового населения о том, что люди должны все-таки быть более вдумчивы, они должны правильно вести себя с животными, они должны понимать, когда они берут животное, и все-таки они должны помогать городу, району, поселкам в содержании этих животных. То есть мы видим, да, много людей, которые хотят и стремятся помочь. У нас много волонтеров, зоозащитников, которые очень много помогают, которые самостоятельно берут себе на поруки животных, у которых в городе есть пункты, в которых содержатся эти собаки, эти животные. То есть вот эта помощь, она реальна или это на уровне каких-то репостов или там комментариев? Нет, конечно, правильно вы говорите, это помощь даже более чем реальная. У них содержится часть собак, которые могли бы бегать по улицам. И они этим занимаются на безвозмездной основе, потому что они хотят, чтобы в городе было чисто, аккуратно, спокойно. И они хотят, чтобы у собак было тоже свой дом, как-то своя семья. Ну хорошо, что есть такие люди непосредственно в нашем городе. Если я правильно вас понял, что сейчас вот непосредственно этой проблеме, да, назовем ее проблемой, потому что она реальная проблема, то есть сейчас получается у нас некий союз и коллаборация, да, то есть районная администрация, городская, плюс еще, наверное, поселки и зоозащитники. Поселки и зоозащитники, да, это вместе. То есть есть ли шанс, что все-таки с мертвой точки это все сдвинется или уже двигается это?
Мне кажется, на последнем совещании мы все-таки пришли к определенному консенсусу, и эта проблема уже сдвигается с мертвой точки, как вы сказали, и не просто сдвигается. Если сейчас пойти в администрацию района, я думаю, что мы узнаем, что там уже планируется ряд каких-то действий. В частности, именно создание группы, рабочей группы и установка именно времени, когда мы соберемся все вместе. Я думаю, что это будет очень скоро, потому что неотложные меры должны быть приняты прямо сейчас. Ну и вот как вот от зрителей непосредственно, да, от жителей города, да, вопрос такой, от слов к делу. Есть ли бы конкретные сроки, вот, в которые вы готовы все это завершить программу, либо на какой-то новый уровень выйти, ну, чтобы уже не было этих собак, которые в поселке жалуются, то есть и в городе сейчас у нас очень много. То есть вот от слов к делу. Заседание, понимаю, еще одно будет заседание, а потом когда уже начнется. Расширенное, да. Да, хороший вопрос, потому что все действительно всех Ждут, интересуют сроки, что же все-таки сделать и как можно ускорить этот процесс какого этого решения этой проблемы. Но хочу сразу предупредить, проблема не решается быстро. Это сложная проблема, которая действительно должна решаться и будет решаться довольно-таки долгое время. Минимальный срок это как минимум полгода, не раньше. Это создание уже чего-то подобного приюта. Сейчас нужно просто продолжать работать с собаками. Мы предложили увеличить количество кастрации и стерилизации. Для этого обращаемся сейчас в ОМДЗ, к директору, для того, чтобы понять, что ей нужно. И будем уже помогать со стороны городской администрации поддерживать именно тот пункт передержки, который сейчас существует. Обращаемся к ветеринарам, к частным ветеринарам, которые могут нам помочь в проведении операций, количество операций. Вот это, наверное, самые первые, ближайшие и быстрые шаги. Как быть, например, нашим гражданам, людям, если кто-то вдруг увидел свору собак, и она им мешает, куда обращаться, какие-то инстанции, как вот какие-то правильные ходы для наших жителей? Правильные ходы будут следующими. Как только вы увидели свору собак, или вы видите, что действительно собаки бегают большой компанией, то необходимо обратиться в городскую администрацию. Телефоны есть на сайтах городской администрации. Городская администрация примет к сведению и даст указания тем службам, которые должны работать с этими собаками, сделать все возможное. В частности, мы понимаем, что ОМДЗ этим занимается. Можно выйти напрямую в ОМДЗ. Также телефоны существуют на сайтах. Ну, предпосылки к тому, что все-таки в нашем городе, в районе появится не пункт передержки, а приют есть и работа как Конечно, ведется. да. Большая надежда на то, что в следующем году мы все-таки начнем работу по созданию приюта для бездомных животных. Я благодарю вас за беседу, за очень интересные ответы. Я надеюсь, и зрители более-менее для себя раскрыли эту тему. Это было актуальное интервью. Оставайтесь на канале Якутия 24. Впереди еще много интересного. Всего доброго.